Долг платежом красен, а если долго не платить за электроэнергию, можно привлечь внимание энергетиков. Сотрудники энергосбытового отделения по Малгобеку и Малгобекскому району Россети Северный Кавказ Ингушэнерго проводят рейдовые мероприятия на улицах Доскиева, Альянова, Джамбулатова и Барахоева. И как оказалось, более 50% жителей этих улиц либо вовремя не оплачивают потребляемый ресурс, либо вовсе не платят за свет. Они точно знают, куда стучаться. Списки всех неплательщиков на руках. На месте сообщают не только о существующей задолженности, но и о наличии неисправностей приборов. Это хорошо, когда удается достучаться, заявляют энергетики. Двери открывать спешат далеко не все. И, как правило, добраться сложнее всего до потребителей, у которых самые большие долги. По словам представителей Россети, у некоторых они превышают 100-150 тысяч рублей. А в следующем дворе пришлось говорить не только о наличии задолженности, но и о нарушениях правил эксплуатации электропроводов. Объяснили, что халатное отношение может привести к печальному исходу. Тиш проводиш цайне вашки дика замуканет ахан лахташ халотил кичуш лахташ цей мотигес. Жмуя мотиг ждехда даркве уйрт баш бишнага не только уйрт баш районе бахчарга горде бахчарга измолдожда хамажа допуска цедер. У следующей жительницы улицы Ильянова задолженность за потребленное электричество составляет более 38 тысяч. Выплатить всю сумму, признается, возможности пока нет. И, как выяснилось, на месте женщина является инвалидом и имеет право воспользоваться льготами, о чем ей поведали представители Россети. Льготы зачем делать? Анна, почему тебе полагается льготы? Льготы, значит ли отдел субсидий? В то же время энергетики входят в положение людей, оказавшихся в трудной ситуации. Абонентам предлагают составить соглашение, согласно которому могут погасить долги по частям. А те, кто забыл или не успел вовремя оплатить задолженность, могут это сделать здесь и сейчас. У специалистов с собой кассовые аппараты. Оплачиваете каждый месяц вовремя? Когда приходят? Когда приходят контролеры? Да. В общем, энергетикам у себя во дворе рады только те, кто платит исправно и в срок. Один из дисциплинированных потребителей Абдулхамид Доскиев. У него даже переплата. Абонент делится, что всегда платит за все потребляемые ресурсы вовремя. Представители энергокомпании делятся. Самое эффективное оружие против злостных неплательщиков – оставить без света. Платить по счетам, как правило, начинают после отключения электроэнергии. С этой целью все рейды сопровождает специальная машина. Всего в Новом Лиданте исправно за электричество платят только 30% населения. От платежей в первую очередь зависит качество электроэнергии. Эти средства идут на строительство, модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры. Об этом часто сельчанам напоминают работники местной администрации. А так, бесед проводить, газ, за свет, за воду, поставка жали. Представители Россети подчеркивают, не оплачивая, делают только хуже себе. Ведь долги только накапливаются. Рано или поздно платить придется. Многие из потребителей даже не знают о необходимости сдавать показания приборов учета в энергосбытовое отделение. В связи с этим в рамках выезда проводят не только работу по взысканию, но и профилактическую. Также мы сегодня выявили тут 3 безучетных потребления. Мы составим в отношении них акты безучетного потребления, но в разумной сумме, так как жители данного села, тут большая безработица, скажем так.
Проводить рейды электрокомпания вынуждена. Всего задолженность за электричество в Новом Реданте составляет 21 миллионов рублей. Некоторые потребители сегодня частично рассчитались с долгами на сумму около 100 тысяч рублей. Также сотрудники Россети напоминают, оплатить за свет можно в центрах обслуживания клиентов, через личный кабинет на сайте компании или через систему Сбербанк онлайн. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.